Так, всем привет. Гибрид-центр Якутск. Вот сегодня заехал к нам такой нох. Человек приехал на подготовку перед отпуском, так сказать. Поедет далеко, поэтому решил сделать комплекс. У нас сегодня чистка ЕГР. Также у него есть замена элементов. Вот. Диагностика показала, что у него есть просаженные элементы. Но дальше будем смотреть. Контакты все грязные. 22-23 в разбеге. Ну а так есть у него пары, где есть слабые элементы. Вот я их пометил. 1399. Это у нас 7-8 пара и 11. Будем выявлять там слабенькие и будем менять. Вот. Также сразу дроссель почищу, как полагается. Ну и также человек купил себе вот такое масло TCL Zero Line SPGF 60 V20. Также фильтр. Андрюха уже добирается до батареечки. Вот. Я уже напал на ЕГР. Все уже разбираю. ЕГР очень грязный. Если брать трубку, тоже вот куски. Вот она. Прям куски. Здесь тоже уже. Короче, коллектор надо обязательно снимать, клапан снимать. Ну и в принципе все чистить. Такие вот дела. Такой вот у нас сегодня комплекс работ будет. Ну по клапану ЕГР очень грязный. Вот трубка забитая. Тут тоже трубка забита. Сетка забитая, да? Вот сеточку вот эту обязательно надо чистить под батарейку. Она просто не дышала, видать, ага. Так. Здесь тоже получается клапан, вон он. Сам клапан, вход грязный. Коллектор, вход грязный. Все это будем чистить. Так, у нас тут света маленько ушло. Сегодня мы вот этот ног разбираем, смотрим. Здешний клапан. Как вчера, такая же ситуация. Один в один, наверное. Если так посмотреть, то у меня камера. Вроде нормально все. Замыленная. Ну, короче, очень сильно грязный клапан. Очень сильно грязный. Здесь тоже все забито. Так вот. Ну и соответственно холодильник тоже грязный. Такие вот дела. Коллектор. 4-е отверстие вообще забитое насмерть. Короче, будем чистить. Ну вот, все замочил. Заслонку тоже замочил. Здесь все грязное. Так все выглядит. Андрюха пока пылесосит салон. В салоне тоже вот много песка, грязи и все такое. Батарейку сняли. Как-то так. Работаем. И вообще грязи много, да? Да, там салазки даже не ездят же, да? Они у него поэтому и не ходят. Да, он сразу сказал. А их смазать надо там потом ВДшечкой и все. Да? Конечно. Побрызгать они сразу ездить начнут. Копейки понападали туда. Дай ко мне фигурную отвер, пожалуйста. Плоскую. Плоскую. Широкую плоскую ставим. Такая пойдет? Нет, там маленькая, с набора маленькая плоская. На. На себя ее сразу делай. Подкрутил и на себя.
Во! Там тоже, наверное, какие-то копейки. О, ни хрена там грязи, смотри. Что там, грязи много, да? Вот тут вообще жесть, земля. Все это в батарейку летит по-любому. Да, грязи очень много. Вон, смотри как, Андрюха, показывай. Четко ездит. Как новая. Вот откручиваем контакты. Они все зеленые в окислах. Болты. Ну, в принципе, они как бы только болты. Здесь-то не сильно. Но тут есть все равно. Поэтому они в разбеге. Так, что мы имеем? Имеем вот такой чистый клапан ИГР. Чистый холодильник. Чистый коллектор. Вот все промылось полностью. Все чистенькое. Сейчас буду все собирать. Все собирать. И система будет собрана. Включили батарейку. Сливаем первые 500, смотрим, какие пары у нас просевшие будут. Итак, первая отвалилась, 8-я. Смотрим график. Сухой банки в нем нету, он просто слабенький. Просадим чуть больше. Да, вторая пойдет какая-нибудь. 11-я. Ну все, не подкручивай дальше. Все, больше не будем 7, 8, 9, 10, просаживать. 11. Да, вот в этих парах слабые элементы. 7-я, 8-я. Давай смотрим цешкой. Смотрим, у нас есть вот это и вот это. Сейчас будем подключать наш прибор, вот этот, поканальный. И смотреть, проверять вот эти все, сколько они процентов. И замерим сильные. Сильная у нас какая была? Вот первая. Ну вот первую пару проверим. Значит, вот эти два, вот эти три. И этот проверим на анализаторе емкостя. Ставили на проверку батарейку. Взяли первый элемент. И убитые элементы тоже взяли. Проверяем емкостя. Сколько будет здесь, такие надо сюда примерно ставить. Подогнали нам печеньки японские, очень вкусные. Давай. С Владивостока. Вообще тема. Да, они с каким-то шоколадом, да? Блин, японцы не только тачки делают классные, да? Скажи. Проверили на анализаторе. И 217 это первая пара, вот он. Края с первой по 7-ю. Здесь 80% примерно, плюс-минус. Вот, 80%. Все, короче, получается у нас с первой по 7-ю
80%. Вот сейчас вот показал, получается, этот анализатор. И идет она у нас, получается, провал по 32%, 29, 25, 32. Ну, короче, она вся здесь 30, 29. Вот так вот. Дальше идет у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 элементов в конце с 12 пары, по-моему. Это уже с 11 пары уже идут они эти. Такие же примерно. 80, ну 70-80%. Поэтому нам надо сейчас 10 элементов по 70-80% собрать. Вот. Ткнули мы в середину элементы. Все по 80%. Вот. И будем пробовать. Это вот поменяли элементы. Откалибровали все. Смотрим. Так, разбег 29. Подключил нагрузку. Заходим. 500-ку сливаем. Смотрим, что будет. Ноль 15, 0,14, 0,12 при нагрузке. Такие показания. 0,11 разбег. Ну, сейчас просадим ближе к 14 вольтам. Посмотрим, не упадет ли у нас ни один элемент по графикам. Ну, в принципе, посмотрим, какой будет конечная разница. Ну, 23, видишь, нормально пока держится. Вот 14, все. Сейчас чуть побольше просадим. Оп. 13. Оп. Держится, смотри. Стоп, хватит, наверное, больше не будем. О, ни один элемент у нас вниз резко не пошел. Че, заряжаем ее? Так. Графики все хорошие. Ты этот распечатал? 0,19 у нее разницы. Это вот в стоячем положении. А так, Смотри, падает на 17, на 16. ну вот смотри. Оп. До 14 вольт просаживаем. Вот. Все. У нас 13,91 уже. Чуть меньше. Но графики все четкие. Потом батарейка классная получилась. И Заряжать будем? да, мы сейчас у нее 500 зальем. У нее получилась хорошая емкость, ровная. То есть она везде ровненькая получилась. И у нее добавили емкость середины, потому что середины не было. Середина Вообще была пустая практически. 10 элементов. Да. Это будет бегать хорошо. Все. Заливаем. Заливаем в нее. Делаем заливку. Также 500 в нее зальем. Потом на машинку ставим. И все. Нашу батареечку. Сейчас Андрюха будет продувать кулер. Он очень пыльный. Ну, сеточки тоже, да. Пыли много, да. Вот эти сеточки надо чистить почаще. Не ленитесь никогда заезжать куда-нибудь, где есть Ну чё, поехали? воздух. Ну давай, самое интересное. О, нифига. О, себе снес сколько. Ну да, накачался знатно. Ну и серединка-то умерла-то из-за этого, из-за пыли. То, что она грязная была, не продувалась. Салоны надо чистить хорошо. Завели мы Toyota Nog. После чистки EGR работает мягонько стал. Двигатель шепчет. Ну а так, в принципе, ошибок у меня никаких нету по автомобилю. Сейчас. Так, ну вот уже заслонка уже откалибровалась, в принципе 15.6 стала. Клапан EGR 2.76 пока показывает. Ну и здесь, в принципе, короче, они еще показания еще не приняло компьютер. Пусть пока поработает, сейчас автомобиль прогреется и дальше посмотрим, что будет. На табло ошибок никаких нет. Это у нас сейчас он в сервисном режиме работает. Помощники отключены.
Последним этапом осталось у нас сейчас поменять маслице в двигателе. Сейчас будем заливать ТСЛ. Домкратим автомобиль и заменим вот эти вещи. Давай, снимаешь. В принципе, оно вот такого цвета, как янтарное. Но оно уже свое отходило, 100%. Там пробку надо открутить. Давай получше пошел. Ну, воздух что-то. Там мы еще подуем компрессором. Будем заливать туда ТСЛ. Дадим человеку книжечку уже конкретно. У нас есть книжечки вот такие вот. Объект, когда надо будет менять масло. Ну, у нас равеновские книжки. Что, все? Да. Ребята, лоханулись мы вот, из-за вот этого вот съемника. Съемник Ombra A90-018. Никогда их не покупайте. Почему? Потому что проблема у него вот такая. У него вот эта штучка, она впаяна точечной сваркой. То есть фильтр маленечко жестко такой присох. Ну, как бы, видать. Да там, в принципе, даже усилие небольшое. Она просто отломилась и все. И как бы это. Прикол такой, что вот эта штука, она там осталась, и ее никак уже было не достать. Мы начали потихонечку отверточкой, ну и попали, получается, немножечко вот сюда вот в это место. Это же старый, да? А, это новый. Покажи старый. Вот старый, короче. Вот она. Старый. Вот сюда вот чуть-чуть. Она пластиковая, буквально она от температуры. Этот пластик сохнет с годами. Представьте, там температура такая и постоянно ездит, получается. И немножко она... Там удар чуть-чуть был вообще. Он просто лопнул. Микротрещина и все. А там давление получается. И масло начало немножечко так мокрить, получается. Поэтому купили, поехали новый. Ну, что делать, попал на бабки маленькие, ничего страшного. Не так дорого, в принципе. Сейчас поменяем и поедем дальше. Такие вот дела. Ну, масло сейчас зальем ТСЛ. Так у нас прошел комплекс работ. Ремонт батарейки, чистка ЕГР, замена масла. Вот, все четенько. Масло у нас ТСЛ теперь. Завел книжку человеку, чтобы знал, какое масло лить, на каких пробегах. Вот. Написал вот ТСЛ, Apple Line, все, пробег замены 136 116 километров сейчас. Следующая замена 141 116 километров, все понятно. Теперь будет книжку вести от замены до замены, вот так вот. Может, к нам будет приезжать менять масло тоже так же. Такие вот дела. Всем пока, смотрите нас. Такой сегодня контент. Рекомендую купить съемник фирма GTC. Вообще отличный съемник. Вот GTC 4859A. Отличный съемник для приусов, для всех вот этих 2ZR. Вот. Только вот эту вот Ombrу просто в помойку. Никогда не пользоваться такими вещами. Feel the same. You want a better life, you wanna make a change. I got a solution if you wanna know. This is how you sell your soul. Should I do it? 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 This is how you sell your soul.
soul. I'm in a hole right now and I don't think I'll ever climb out. And I had a little hope left, but the world took it right out. Had a dream I would shine so bright, but they put my lights out. Now I'm headed to the dark side. This is how you sell your soul. Yeah, I'm really tired of